Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, в каком состоянии сел за руль водитель такси, опрокинувший на крышу свой рабочий автомобиль. Дует. Подожди ты, чуть суешь. Расскажем о причинах эвакуации торговых комплексов в Казани сегодня утром. А также подробности убийства 25-летнего уроженца Башкирии. Подозреваемый сознался в преступлении, но утверждает, не понимал, что делал. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый 52-летний водитель автомобиля такси разбил и опрокинул на крышу арендованный автомобиль. Авария произошла ночью на улице Давыдова. Машину выбросило на трамвайные пути, после чего Рено Логан опрокинулся на крышу. Куда так спешил мужчина и почему решился сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, узнавала Нафиса Минязова. А машина арендованная или собственная? Арендованная. Всего пару месяцев назад мужчина арендовал автомобиль, чтобы на нем зарабатывать на жизнь. Автоинспекторам твердил, что только так мог прокормить семью. И был сильно огорчен, когда, не почуяв исходящий от него запах спиртного, предложили пройти экспресс-тест на наличие в крови алкоголя. Дует. Подожди ты, чуть суешь. Что ты делаешь-то? Дай сюда. Скажи, как, что? Вероятно, точно так же несколько минут назад мужчина не мог понять, как же ему проехать, и на прямой дороге перевернулся, совершив несколько кульбитов. По словам очевидцев, водитель ехал в прямом направлении. Прямо вот здесь, судя по колпакам от колес его автомобиля, его занесло на трамвайные пути, после чего он проехал немного дальше, и иномарка перевернулась на крышу. Сам он не пострадал. Экстренные службы на место вызвали случайные прохожие. Они же и рассказали, что скорость, с которой двигался автомобиль, была совсем не маленькой. К счастью, время было позднее. Автомобили и пешеходы на пути лихого таксиста не встретились. Сейчас, подождите, я скажу. Расписываться в протоколе, в котором отражены показания алкотестера, водитель отказался и также не захотел ехать в больницу для прохождения медосвидетельствования, что, впрочем, по закону равносильно вождению в состоянии опьянения. И теперь ему все равно придется лишиться водительских прав от 1,5 до 2 лет, то есть лишиться на это время работы в такси. Выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и, возможно, оплатить ремонт разбитого автомобиля, а если договором аренды не предусмотрено иное. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Гололед и невнимательность водителя Volkswagen Tiguan стали причиной крупной аварии на улице Академика Арбузова. Там внедорожник протаранил Opel Astra, который, в свою очередь, отбросила на Ford Focus. С места столкновения Алия Хайруддинова. Остановились внезапно, не успел ничего сделать, на тормоз нажал и все. Водитель кроссовера свою вину не отрицал. Рассказал, что пострадал из-за своей же невнимательности и скользкого дорожного покрытия. Но считал, что и впереди едущие автомобили экстренно затормозили, причем без особой причины. А в этом вина именно этих водителей. Последние же с таким обвинением были не согласны. Я остановился, он остановился, я остановился. Тут пробка состоялась. И все, сзади врезался, что-то нажал, говорит, не знаю, не смог тормозить, потащил и все. Считает, что предполагаемый виновник просто не мог не заметить затор, если бы не отвлекся от дороги. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Сразу 2 казанских торговых центра эвакуировали сегодня из-за сообщения об их минировании. Письмо с угрозой взрыва поступило на электронный адрес одного из комплексов. В итоге оба здания были эвакуированы. На место стянулись все экстренные службы. Кинологи полностью обследовали торговые центры, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Сейчас полицейские проводят проверку. Оба комплекса работают в штатном режиме. Kia Rio и BMW X1 столкнулись вечером на пересечении улиц Астрономическая и Островского. По рассказам автомобилистов, оба двигались навстречу друг другу, пока водитель немецкой иномарки не стал поворачивать налево. По правилам дорожного движения он должен был пропустить встречный транспорт. Однако предполагаемый виновник не торопился признавать свою вину. Его объяснение выслушала Айгуль Бадруддинова. Головой об подушку стукнулся. А в больницу не поедете? Пока нет. Машину как я оставлю. От более серьезных травм водителя Kia уберегли подушки безопасности. Рассказал, что ехал по улице Островского. Скорость была небольшой. Оказавшись на пересечении с улицей Астрономической, он врезался в BMW, который заметил лишь в самый последний момент. Смотрю, зеленый горит. Спокойно поехал дальше. И тут он прямо у меня перед носом вылез. Немецкая иномарка также ехала по улице Островского, но в противоположном направлении. На перекрестке ее водитель решил повернуть налево. Мужчина объяснил, почему не пропустил встречный транспорт. Я ехал за машиной, которая тоже поворачивала налево. И он успел проскочить, а он в меня въехал. То есть мы ехали вплотную. Но вы знаете, что надо пропускать, да, встречный транспорт?
Я не видел его. Не видели. Там как передо мной машина была. Казалось бы, что в такой ситуации все очевидно. Водитель, поворачивающий налево, был обязан пропустить тех, кто едет ему навстречу. Однако автомобилист вину признавать не торопился. Есть вероятность, что я не виноват. Да? Да. А почему так думаете? Ну, я думаю, может, он уже, когда должен был... вот передо мной машина не зря, наверное, пошла на поворот. То есть, по идее, он должен был, если он видит, что машина впереди едет, он должен был остановиться, пропустить, а он пошел на поворот, зная, наверное, что тот должен остановиться. Он же не будет рисковать и выскакивать перед машиной. А зеленый был сигнал или нет? Да не смотрел, я на машину смотрел. Свое мнение о произошедшем мужчина рассказал и инспекторам. Учитывая, что у водителя Kia был видеорегистратор, определить вину автомобилиста не составит труда. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 2 человека оказались в больнице в результате крупной аварии на перекрестке улиц Бутлерова и Маяковского. Там столкнулись Hyundai и Mitsubishi. В беседе с автоинспекторами водитель последний заявлял, что завершал маневр. Второй участник аварии имел прямо противоположное мнение. С места происшествия Айрат Назипов. К месту происшествия прибыли сразу несколько карет скорой помощи. Госпитализации потребовалось обеим пассажиркам иномарок. Одна из них несовершеннолетняя. Обе, предположительно, получили закрытые черепно-мозговые травмы. Осмотрели медики и водители Hyundai, но молодой человек отказался от поездки в медучреждение. Помощь ему оказали на месте. О причинах происшествия сообщил его товарищ. Он завершал маневр, эта машина на зеленый ехала. Только тронулся, значит, да. Получается. Hyundai двигался по улице Бутлерова, тогда как Mitsubishi по Маяковского. Водитель последний считал, что на перекресток он выехал на разрешающий сигнал светофора, тогда как вторая сторона настаивала на своей правоте. А кто виноват? Ну, это уже дознание будет выяснять. То есть пока никто не признает, да? Определить истинного виновника происшествия помогут камеры наружного видеонаблюдения. А степень вины определится после того, как всем пострадавшим поставят точный диагноз. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Тело 25-летнего уроженца Башкирии со следами насильственной смерти обнаружили в лесном массиве в Нижнекамском районе. Пропавшего молодого человека его родственники и друзья искали с 5 ноября и до последнего не теряли надежду найти парня живым. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. С подробностями трагедии Нафиса Минязова. Говорите. Предполагаемый убийца Марселя Гилязова едва сдерживает слезы. Вину признает полностью. Свое оправдание приводит лишь один довод – проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем. Сотрясение в некоторые моменты. Я не понимаю. Марсель пропал 5 ноября. Предположительно, в этот день его и убили, а тело обнаружили 9 ноября в лесном массиве. Непосредственно на место выехал сотрудник, произвел осмотр. Было установлено, что у мужчины имеются телесные повреждения, характерные для насильственной смерти. Мы съездили на опознание, опознали дело. Еще 3 дня назад Ильнур искал своего троюродного брата. Сегодня занимается организацией похорон. Погибший приехал в Нижнекамск на заработки из Башкирии. Предполагаемого убийцу, своего родственника, он знает. Было время, когда вместе работали. Говорят, бутылкой, да. Пару ударов нанес бутылкой по голове. Ну, пьяный был, не пьяный был, это уже решит экспертиза. Марселю Гилязову было 25 лет. Он был единственным кормильцем для пожилой матери, бабушки и младших сестер. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Со слов подозреваемого, между ним и убитым произошел конфликт. Своему товарищу он нанес несколько ударов бутылкой по голове. Следователь ходатайствовал, чтобы подозреваемый был под стражей. Прокуратура поддержала. Ранее у него уже были проблемы с законом. Может скрыться отсюда и органам предварительного следствия. Также оказать давление на участников уголовного судопроизводства и продолжать заниматься преступной деятельностью. Защита просит суд смягчить меру пресечения. У мужчины ребенок и беременная жена, плюс чистосердечное признание. Он не желал причинения смерти. После этого, когда увидел, что у него такое состояние, он стал делать ему искусственное дыхание, пытался его оживить, улучшить его состояние здоровья. Я считаю, что это очень, как говорится, смягчающее обстоятельство данной ситуации. Поэтому просила бы избрать меру пресечения домашнего ареста. Но суд отправил его под стражу на 2 месяца. Нафиса Минязова, Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.